Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Здравствуйте! Сегодня мы находимся в мастерской дизайнера Гульфии Билаловой. Гульфия, с чего все начиналось? Скажите, пожалуйста. Все началось, наверное, вот с детства. Там сначала на куколке, потом в 10 лет я впервые сшила уже на швейной машинке своей бабушки Зингер. Я шила для своего братика. Мне было 10 лет, я ему шила шорты. У меня было такое вообще... счастье, что ли, то, что я кому-то шила. До этого я себе шила, это себе, а когда ты шьешь кому-то, и ты видишь, что он это носит, это другие ощущения. Вообще в это направление национальное я ушла уже, будучи, когда училась на дизайнера одежды, на 3-м курсе. В национальном стиле я, наверное, шила своей сестре платье на выпускной. Оно было такое переплетение национального и европейского, такое немножко в стиле такой винтажном. Но в то же время там прочитывались, что эти рюши с кружевом, они все равно относятся к татарской культуре. Как вы видите себя в будущем? Что бы вам хотелось сделать? Очень много чего хочется сделать. Все-таки. И очень много хочется чего реализовать. Хочется, чтобы вот эти украшения, да, допустим, вот это хасите, хочу подарить новую жизнь. Это платье надеть с хасите. Вот это только сзади проходит, и его вот так вот через грудь одевают. Такой вариант тоже возможен. Стилизованный, но это хасите, тут тоже использованы натуральные камни. А звенья тут идут по желанию, то есть вот по размеру. Тут вот 5 звеньев, можно сделать 6 звеньев, 7 звеньев. И по желанию тоже, наконец, можно прикрепить сумочку или караницу. Вот, то есть в историческом же там сумочка или караница вот здесь. В данном случае я этого не сделала, вот в этом варианте. Видимо, это в каждом из нас генетически сидит, вот эта тяга, зов предков. Где-то у меня такие, пусть туманные, но какие-то сцены сохранились с бабушкиными одеждой с бабушкиной, с ее нагрудниками, с ее какими-то действительно старинными вещами, которые давно утрачены, потому что все сдавалось в музей, но какие-то вот отблески воспоминаний, и, видимо, давали, как психологически, наверное, на подсознательном уровне тягу ко всему этому. Я нашла то, что искала десятилетиями, можно сказать. Я хотела, но не могла осуществить, я не могла объяснить в ателье, швее какой-нибудь. И тут я увидела то, что я хочу. Это откидная часть. Крепится ремешком или поясом в цвет платья. То есть это по выбору. Также вот этот нагрудник, его тоже можно очень интересно подать. Если это мы спрячем, у нас останется просто воротник. Если мы его вытащим наружу, у нас будет полноценный нагрудник, на который можно вот на контрасте прям прикрепить вот такое нагрудное украшение изю.
Мирсаид Загидулович Яруллин – замечательный композитор, общественный деятель, создатель очень многих замечательных музыкальных произведений. Одно из таких – оратория Кэше «Человек, который будет сегодня звучать». Вот в этой оратории вся его творческая квинтэссенция. Любовь к музыке, к национальности, к родникам, к татарскому языку, к татарскому народу, вообще к человечеству, отношение к гражданской мужественности. Вот как это все вот в одной оратории он все это рассказал о своей жизни, о жизни 20 века, все, что коснулось нашего народа, и революции, и войны, и творение, свершение, построение и вера в светлое, в замечательное, то, что человек – это самое главное на земле достояние, а для человека самое главное достояние – это мирная земля, это мирная планета. Мирсаид Яруллин часто вспоминал, что он любил посещать уроки Альберта Семеновича Лемона, выдающегося замечательного музыканта. И вот, то есть он ведь перенял у него опыт этот композиторского мастерства. И вот все это поколение, все эта цепочка складывается, и получается вот наше молодое поколение, вот замечательный композитор, певец Ильгиз Мухутдинов тоже это все подхватывает. И в целом очень отрадно, очень радостно, что наш культурный пласт, вот этот татарских композиторов, татарских музыкантов, он очень многогранный. Его произведения, они настолько теплые, мелодия очень запоминающаяся. И надеюсь, что сегодня этот колорит, нашу национальную культуру, нашу национальную музыку мы сможем вам передать. И то тепло, которое передал Мирсаид Яруллин в своих произведениях, мы также надеемся, что вы сможете это прочувствовать.
нашем концерте участвует возраст от 6 лет и до там 40, и там вот разные есть исполнители. И мне кажется, вот это ценно, то, что всем возрастам эта музыка понятна, она такая общечеловеческая, она такая вселенская, и в ней и космос звучит, и недра Земли. Ну, в общем, просто большая умница наш Яруллин Мирсаид Загидулович. Ему, конечно, низкий поклон и огромное спасибо за то, что он был одним из первых, кто начинал вот татарское это музыковедение, музыкознание. У вас вот только что закончились замечательные гастроли. Пожалуйста, расскажите подробности об этом. У нас они обменные, потому что президент был на Алтае и подписали договор между Алтайским краем и Татарстаном. Алтай очень нам... Вообще я давно хотела поехать на Алтай, вы сами понимаете, тюрки все из Алтая поднялись сюда и так далее, Горно-Алтайск, Бийск. И история, какие-то там вот куминов мы даже видели на сцене, это местные народы, тюрки. Горно-Алтайский национальный театр есть. И вот, знаете, мы уже в каких только городах не были, культурный город. На другой же день, как мы приехали, у нас после открытия гастроли состоялась встреча с татарской диаспорой. Мы поехали, дом немецко-русской дружбы называется. Очень хорошее здание тоже. Вы знаете, вот показали их села, когда концерт был 4-го, там как раз 143 нации проживает на Алтае. Вот из них самые многочисленные, все показали свои концертные номера. Подходи, народ, скорей, сказку новую расскажем про любовь 3 дочерей. Как в деревне Каракуль Люди жили и боялись звука с озера Буль-Буль. Никогда там не купались. Как в деревне Каракуль люди жили и боялись звука с озера Буль-Буль. Никогда там не купались. Змей озерный, это страшно. Змей с когтями, это жуть. Утащил гуся с барашком, хочет съесть кого-нибудь. Девочка пошла к воде, змей следит за нею, зорко, громко хочет быть в виде. Покатилась вниз ведерко, девочка пошла к воде, змей следит за нею, зорко, громко хочет быть в виде. Покатилась вниз ведерко. Но добро сильнее зла, солнце света ночь боится, за зимой придет весна, и посмотришь. Вот знаете, верите, куклы работают на сцене настолько профессионально, забывая, что это театр кукол. А то иногда у нас начинаем, ой, там театр кукол, тут
Это два притоптали, потому что самодеятельно за ширмой встанут с куклой. Это разве профессионально? Так как я в театре кукол работаю, знаю, очень много и читала, и знаю. Если профессиональный театр кукол, он очень сильный. Вот во всей Европе он почти для взрослых работает. И в Италии, Австрии есть сильнейшие театры, во Франции, в Германии. У нас он больше для детей, там еще больше для взрослых они работают. Это вот из Европы, видимо, идут, там и в Европе отношение к театру кукол другое, и в Чехии, и в Болгарии. Везде там театры кукол, везде, в Голландии. И мы были тоже в Голландии. Во Франции Шарлевиль-Мезьер – это Мекка кукольников. Я там была в 1982 году. Туда со всего мира все съезжаются. Там бывают конгрессы, совещания, фестивали и так далее. А у нас по Татарстану таких сильных театров сколько можно назвать? Вот, ну, конечно, которые хоть чуть-чуть к вам приближаются по уровню. Здесь? У нас только в Челнах театры и мы. И все, больше нет театров. Больше а почему? Почему такая проблема? Ну, во-первых, это у нас же Татарстан 3 миллиона чуть-чуть с лишним жителей живет. Это же и театры организовать много ума не надо туда, чтобы зрители ходили. У нас и так 17 театров. Я считаю, наш театр полностью удовлетворяет. А еще сколько всяких самодеятельных школах сейчас где только нет. Конечно, я всегда говорю, еще здание огромную роль играет. Очень много хотят поменяться с нами, все хотят попасть в наше здание. Все наслышаны, это уже, по-моему, вся Россия знает. И за пределами. Потому что еще и куча возможностей, мне кажется, технических, потому что это же для творчества. Ну, да, нет, вот они уж просто восхищение от нашего здания. У них, к сожалению, конечно, поскромнее. Во-первых, 3,5 тысячи, это не 22 тысячи, у нас же здание получилось 22 тысячи, но из них 7,5 нашей площади. А у них 3,5 будет. То есть, во-первых, у них одна группа только, 16 актеров, у нас 33. Штат 54, у них у нас 134. Там можно объяснить, почему так. Потому что у нас же в одном театре два театра. И татарская труппа, и русская труппа. Да, и с одних оснований никогда, даже во времена войны, татарская труппа тоже играла. И русская, и татарская. И он и назывался Первый национальный театр кукол. До сегодняшнего дня дружно русская и татарская группа живут. Это очень немало. Это присуще нашей республике. Все говорят же, все конфессии тут дружно живут. И в нашем театре вот это тоже яркий пример. Вот. И это так у них, знаете, сильная труппа. Приехал из Одессы Евгений Гиммельфарб. Это один из самых сильных кукольников. Я на фестивале в Нижнем Новгороде давным-давно сказку о рыбаке Рыбке его видела. Но мы же знаем о друг друге. Аркадий Вольховский, Виктор Шрайман, Виндерман, Тучков, Устинов. Ну, у нас, ну, после Образцова, конечно. Таких вот знаковые, очень сильные. Был Вольховский народный артист России. Среди кукольников народных артистов России единицы очень мало. Вот у Фиайрат Ахмедшин есть тоже народной России.
мы побывали на гастролях в городе Барнаул. Город очень теплый тем, что как он нас встретил. Во-первых, очень гостеприимный народ. Зрители просто на одном дыхании смотрели все спектакли. Культурный зритель просто вот... Я даже была удивлена и все время хотела посмотреть, есть ли вообще кто-то, или они все вышли. Но они все были на местах. Ну, потом они уже разогревались ближе к концу спектакля, начинали уже улыбаться в тех моментах, в которых нужно было. Город называется маленьким Петербургом, иногда его сравнивают с маленьким. Там монументальные здания, там потому что петербургские инженеры за хорошее жалование приезжали, и строился город, потому что добычу серебра там открыли, потом заводы, и все это культурные люди Петербурга внесли свою культуру, свою планку этому городу задали. И поэтому там люди на самом деле культурные, можно сравнить и с питерцами, они такие интеллигентные, воспитанные. На любой вопрос, как пройти, куда дойти, они отвечали очень по-доброму. Каравай крае,